Селям алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». Для вас работаю я, Гульсум Халилова, и я рада представить гостя, который присоединился к нашему эфиру. Це Олександр Коваленко, військовий та політичний оглядач, координатор групи «Інформаційний спротив», експерт Українського центру дослідження проблем безпеки імені Дмитра Тимчука. Пане Олександре, вітаю вас. Селям алейкум. Я вас приветствую. Пане Олександре, хотелось бы начать нашу беседу, конечно же, с сегодняшних трагичных новостей. В результате падения вертолета в Броварах Киевской области погибло высшее руководство Министерства внутренних дел Украины, глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. Всего жертв 16 на данный момент известно, среди которых 3 детей, так как вертолет упал вблизи детского садика, и на борту вертолета было 9 человек, как сообщили в ДСНС, потому что был вертолет ДСНС. И вот совсем недавно стало известно, что высшее руководство Министерства внутренних дел Украины летело в Харьковскую область, и на пути произошла такая трагедия. Ну и ваша реакция, ваша, возможно, эмоциональная реакция, как вы восприняли эту новость, что вы думаете по поводу возможных версий? Конечно же, соболезнования всем погибшим. Про версию пока еще рано говорить. Предварительно было, опять-таки, погодные условия, это правда. Сегодня в Киеве и Киевской области достаточно плотный туман. Но, тем не менее, все же следует дождаться официального расследования результатов данной трагедии. И, конечно же, потеря очень серьезная для такой силовой структуры, как МВД. И, безусловно, в период ведения боевых действий, в период настолько напряженной ситуации для страны, потеря таких руководящих должностей – это серьезный удар. Но Украина страна сильная, мы справимся, и так или иначе, но все наши силовые структуры, они будут продолжать работать на достаточно высоком уровне, предотвращать, соответственно, все угрозы, которые имеются для Украины, как внешние, так и внутренние. И даже эта потеря, конечно же, очень скорбная, но она не будет иметь какого-то критического значения на качестве работы наших структур. Расследование уже началось по поручению премьер-министра Украины, по поручению президента Украины Владимира Зеленского, и мы будем все-таки ждать официальных сообщений о версиях и о, собственно, ситуации, которая там произошла, и будем держать руку на пульсе и следить за событиями. Ну а с вами, конечно же, я бы хотела обсудить последнюю военно-политическую ситуацию в нашей стране и начать, конечно же, с фронта. Как сообщают в Генеральном штабе Украины, самые ожесточенные бои сейчас идут на Авдеевском и Бахмутском направлениях. Российские оккупанты кидают туда все возможные силы, начиная от своих частных военных компаний, представителей ЧВК, своих подразделений военных, всякую разную технику на то, чтобы захватить эту территорию. Недавно в разведке Украины сообщили о том, что к 24 февраля, то есть году с начала так называемой спецоперации российской, было поручено главнокомандующим, то есть Путиным, Герасимову, захватить полностью Донбасс. Что вы думаете по этому поводу? Какова вероятность того, что российским оккупантам, которые кидают туда просто пушечное мясо в невероятных количествах и невероятное количество вооружений, удастся добиться поставленных целей? Не удастся, это очевидно. Дело в том, что вот уже как полгода проходит их наступательная операция на Бахмутском плацдарме с целью оккупации и захвата города Бахмут. Результат этой операции, ну, мы видим, что называется, налицо. Огромное количество потраченного ресурса, не только человеческого, но и материально-технического. Колоссальный ресурс на самом деле, а результат? Ну, Бахмута нет под контролем у российских оккупантов. Небольшой город на самом деле, играющий очень важную роль, как мы видим в последние полгода, роль именно перемалывания ресурса российских оккупантов, затягивания этого ресурса
в свою ловушку. Ну, я бы даже это так сказал, трясину. И результат — Солидар за все это время. Какая-то эпическая победа, вот как бы взятие Солидара они называют чем-то настолько феноменальным, что ради этого события даже был выпущен значок за взятие под Солидаром. Мгм. Ну что ж, если это есть чем погордиться Пригожину, хотя для Пригожина Солидар, по сути, стал концом его карьеры, как мне кажется. Почему? На сегодняшний, на сегодняшний день он продемонстрировал свою очень низкую эффективность. Даже в самой России большое количество критики в адрес Евгения Пригожина относительно того, что тот ресурс, который был потрачен в Солидаре, он несоизмерим на самом деле с тактическим, и не говоря уже о стратегическом. Стратегического значения у города нет вообще. Даже не города, а городка. Нет никакого. Тактическое значение еще более-менее какое-то есть определенное. Но с учетом значения этого городка и того ресурса, который был потрачен на его взятие, ну, Евгений Пригожин получил вал критики. Он сейчас в стадии такого себе уже угасания. Та звезда, которая ярко светила у ЧВК «Вагнер» на протяжении долгого периода времени в информационном пространстве России, она как-то начинает угасать. Что-то подобное было с кадыровцами в самом начале полномасштабного вторжения в Украину. Все прекрасно помнят, Да. что говорили практически все российские СМИ о непобедимых кадыровцах. Куда пропали кадыровцы, кстати? Куда они делись? А что самое интересное, когда говорили очень активно про кадыровцев, то ряд российских пропагандистов, которые принимали участие в распространении вот этих вот репортажей про бравые кадыровские легионы, Ахмат Сила и все такое, они в какой-то период времени резко стали рассказывать про тувинцев. Какие бравые тувинские бойцы, тувинские подразделения. С чего вдруг? Ну, почему не про бурятов, почему не про якутов? А тут интересный момент. Сергею Шойгу как-то заело, что в информационном пространстве кадыровцев больше, чем не то чтобы армии, но даже и про тувинцев ничего не рассказывают. Мгм. Не, могли бы рассказать, что это самый нищий, самый бедный регион в России с самым высоким уровнем преступности на душу населения и совершаемых преступлений, причем достаточно жестоких преступлений. Но говорили не то. Говорили то, какие они молодцы. Хотя тувинцы на самом деле себя проявили ничуть не лучше, чем кадыровцы. Такие же мародеры и, по сути, в первую очередь преступники, военные преступники, а не полноценные какие-то военнослужащие. Ну, Мгм. сейчас такая же самая ситуация возникает с Пригожинским ЧВК «Вагнер». Ну вот, Да, кстати, действительно. По Вагнеру, извините, я вас перебила, мы все чаще и чаще видим сообщения о том, что тюремщики вербуют заключенных на то, чтобы те подписывали контракт, шли в ЧВК или просто их заставляют идти на фронт. Совсем недавно стало известно, что крымского татарина Рустема Османова, которого задержали в августе прошлого года в Херсонской области, пришли к нему домой, 12 ФСБшников задержали, увезли в Крым, там его посадили во второе СИЗО Симферополя, оттуда потом перенаправили в другую тюрьму, и там тюремщики его вербовали и заставляли вступить в ряды российской армии, принять российское гражданство и идти воевать против Украины. Вместе с этим огромное количество сообщений о том, что ЧВК Вагнера также вербуют тюремщиков. То есть о чем это все говорит? У них просто не остаются тех, кто сам хочет идти на войну, подписывает там контракт и идет, и поэтому они вынуждены вербовать тех, кто находится в тюрьме? Да, тут вот интересный какой момент. ЧВК «Вагнер» сейчас следует разделять на несколько таких, ну я бы даже не сказал, подразделений. Давайте так. Есть часть ЧВК «Вагнер», которая состоит действительно из профессиональных наемников, у которых есть боевой опыт, которые профессиональные военные, ну или проходили профессиональную подготовку. Но в зоне боевых действий их сейчас очень мало этих подразделений. Вот этот профессиональный костяк остался в основном в тех странах, в которых оперирует ЧВК «Вагнер». Это Центральноафриканская республика, это Ливия, это Мозамбик, это Мали, это Сирия, это даже Венесуэла. ЮАР. Вот там присутствует профессиональный костяк.
Этому профессиональному костяку предлагалось выехать из этих стран например, на территорию Украины воевать. Они Мгм. отказались, потому что им намного безопаснее быть в Ливии, в лонах ливийской национальной армии под патронатом халифа Хафтара, чем воевать в Украине. Или в Центральноафриканской республике находиться, или в Мозамбике. А, Фактически это еще то количество, которое соизмеримо примерно где-то 10 тысяч человек. Мгм. Это их численность по всему миру. Что относительно следующей категории? Профессиональный костяк, который остался на территории Российской Федерации, который присутствует в зоне боевых действий, но не принимает участие в непосредственном боестолкновении на передовой линии, а также профессиональный костяк, который находится, например, в Беларуси. В Беларуси сейчас находится 150 вагнеровцев, которые принимают участие в подготовке чмобиков, которых завозят в Беларусь, размещают на белорусских полигонах. И, например, вот подразделения 2-й МСД 1-й танковой армии уже прошли эту подготовку предварительную и сейчас вывозятся на Луганщину в сектор Старобельско-Сватовский, и они там размещаются. Вместо них ротационно завозится сейчас 6-я МСД 3-го армейского корпуса и тоже будет проходить соответствующую подготовку. То есть это те, которые не принимают активного участия в боевых действиях, но при этом принимают участие в подготовке и обучении следующих подразделений, в том числе и российской армии. И, конечно же, третья категория – это те, которые находятся на линии боестолкновения. Это в первую очередь подразделения, которые более чем на 90% состоят из зэков. Мгм. Вот. И этот ресурс катастрофически сокращается. То есть, когда Пригожин начал саму эту вербовку, большое количество зэков, конечно же, шло на подобного рода соглашения, ну, все-таки сократить срок, либо вообще полностью аннулировать срок за участие в военной кампании против Украины. Помимо всего прочего, еще и получить соответствующее там вознаграждение денежное за нахождение в составе ЧВК «Вагнер». Но они шли на это. Мгм. Большая их часть где находится? Удобряют сейчас поля под Солидаром и Бахмутом. Вот и все. Их даже не забирают с этих полей, они там валяются, сейчас как удобрения врастают в чернозем. И большинство из них даже числится как без вести пропавшие, чтобы не выплачивались какие-либо финансовые компенсации семьям. А вот в чем проблема сейчас ЧВК «Вагнер». Они истратили свой ресурс критический, боевой передовой ресурс. Ехать их костяк из других стран не имеет абсолютно никакого намерения, заставить его тоже они не могут. А, Сам рекрутинг в исправительных колониях, он идет не столько интенсивно, и иногда приходится даже идти на принуждение, но в воровском мире есть, как оно говорится, свои понятия. И вообще даже вот эта вот вся история с войной, отправкой на войну, она не поддерживается среди авторитетов российских Мгм. воровского мира. Воры в законе это не поддерживают. Почему они это не поддерживают? Это не по понятиям их. Идти воевать. То есть это выходит за пределы вот этого вот менталитета. И можно было даже множество слышать заявлений от представителей воров в законе в России, которые негативно отзывались о том, что происходит. А если они негативно отзываются, то человек, который идет на это, но он по сути уже априори как считается опущенным. Тут еще вот такая вот ментальность. И как таковой процесс вербовки, он сейчас куда менее успешно идет для ЧВК «Вагнер», чем это было, например, летом, в июне или в июле, Мгм. и даже осень. Поэтому у них ресурсный голод. У них серьезный ресурсный голод. Они несут колоссальные потери, и у них нет полноценной компенсации этих потерь своевременной. И что происходит в этот период, что самое интересное? А ЧВК «Вагнер» начинают выдавливать с их монопольных секторов Министерства обороны России. То есть мы сейчас видим, как в районе Бахмута, в районе Солидара появляются регулярные войска Российской Федерации. Появляется 7-я десантно-штурмовая дивизия со своими подразделениями ЧМОБиков. Появляется 106-я воздушно-десантная дивизия в районе Солидара со своими уже чмонями. А где ЧВК «Вагнер»? ЧВК «Вагнер» получили монополию по ведению боевых действий на этом плацдарме. Никто, кроме них. Нет, ну они были самые главные, были еще 1-й и 2-й армейский корпус так называемых ЛНР и ДНР. Сейчас их нету, как таковых, «Вагнеров»,
как основного ресурса. Появляется десантура, условная десантура. И это как раз и есть это выдавливание вагнеровцев, выдавливание Пригожина. И я даже скажу так, это такой фактор солидара. Фактор солидара, который представляет собой нивелирование потенциала этого силового блока и этого персонажа. Мгм. То есть правильно ли понимаю, что сейчас мы стоим в обороне, не пропускаем российских оккупантов дальше для того, чтобы снизить полностью их возможную боеспособность, ресурсы, как военно-технические, так и человеческие, чтобы потом переходить в наступление? Да, именно так. Но про наступление говорить пока рано. Мгм. Очень. Если мы говорим вообще о Донбасском плацдарме, то в ближайшее время о контрнаступлении говорить на данном плацдарме не имеет смысла. Это в основном будут оборонные действия, Мгм. такие, как мы могли видеть до того. Практически, ну, каждый населенный пункт превращается в своеобразную крепость, бастион. И цель этого населенного пункта не столько его удержание любой ценой, да. Цель каждого населенного пункта, села, города в том, чтобы в этой локации, в этой точке российские подразделения были затянуты как можно дольше в боестолкновение, понесли как можно больше потерь ресурсных, как человеческих, так и технических. М. То есть каждый из этих населенных пунктов отыгрывает именно эту роль. Поэтому если кто-то отходит с какого-то населенного пункта вооруженной силы Украины, это не нужно воспринимать как какую-то зраду. Нет. Все, этот пункт выполнил свою роль. Солидар вообще выполнил свою роль на ура. И даже сейчас продолжает выполнять свою роль. Почему? Потому что сначала он нивелировал ресурс ЧВК «Вагнер». Второй момент. Он нивелировал персонажа Пригожина. Третий момент. Обострилась конфронтация внутри самого российского пула силовиков из-за Солидара. Четвертый момент. Ну хорошо, вот он Солидар. Там сейчас находятся российские оккупанты. А как они там себя чувствуют? Комфортно им? А Солидар, между прочим, находится под полным огневым контролем вооруженных сил Украины. Там полноценно разместить подразделения с складами боеприпасов, паливно-мастильных материалов, разместить там полноценно командные пункты, штабы. Невозможно. Особенно юго-восточная и восточная часть, она вообще покрывается артиллерией на ура. И это такая своеобразная локальная Чернобаевка сейчас представляется для российских оккупантов, Солидар. Развить наступление в направлении Благодатного они тоже не могут. Линия обороны, которую им следует прорывать, следует подготавливаться к этим линиям обороны, чтобы их прорывать, а они не могут этого сделать, поскольку Мгм. не могут накопить ресурсов в Солидаре, он постоянно уничтожается арт-ударами. И вот такая вот сама стратегия на Донбасском плацдарме. Что же до, в принципе, контрнаступления, то это другие направления следует ожидать. Это следует ожидать Луганщину, Мгм. Луганское направление. Это стоит ожидать через какой-то период, не сразу, но Запорожская область. Левобережная Херсонщина тоже относится к таким локациям, где может произойти то или иное, та или иная активизация вооруженных сил Украины. То есть вот у нас есть три локации, на которых могут происходить достаточно позитивные события. Но с Донбасским плацдармом пока что только оборона. Ну, по поводу позитивных контрнаступательных действий, это будет зависеть от чего? От того, что будет происходить на Донецком направлении, или от того, какое количество оружия и когда будет к нам поступать? Скажем так, когда мы говорим о слово контрнаступление, каждый его понимает по-своему, по-разному. Мгм. Я могу сказать так, контрнаступление происходит прямо сейчас. И причем оно не останавливалось ни на один день, оно продолжается. А, Многие могут с этим не согласиться, сказать, да нет, ну как это, фронт же вроде бы не двигается. Да, ну, на самом-то деле фронт двигается, особенно если мы имеем в виду Луганщину и в районе Кременной и Сватово. Там постоянно линия фронта смещается в нашу пользу. Но что такое контрнаступление само по себе? Контрнаступление это не просто, когда на белом коне с шашкой наголо несешься галопом на врага и сечешь головы противнику. Нет.
Контрнаступление – это в том числе и систематическое регулярное уничтожение объектов вражеской инфраструктуры, уничтожение складов с боеприпасами, ГСМ, опять-таки те же самые командные пункты, штабы, ремонтные базы, войсковые части. Ну вот, например, Макеевка всех порадовала, да, событиями, когда на Новый год была уничтожена фактически батальонно-тактическая группа оккупантов. Это, по сути, тоже элемент контрнаступления. Мгм. Это воздействие, которое значно нивелировало потенциал противника. Уничтожение склада с боеприпасами – это элемент контрнаступления. И каждый день эти элементы проходят. Это формирование условий для более активных действий. А вот активная фаза – это как раз вот этот вот случай на белом коне с шашкой наголо, как было, например, в Харьковской области, когда достаточно были сформированы все условия для эффективного контрнаступления, и они были применены. Правобережная Херсонщина – аналогичная ситуация. Условия были сформированы настолько, что дальнейшее пребывание российской группировки на этой части Херсонщины и частично Николаевщины, ну, оно было уже невозможно. Это была настолько уже суицидально-патовая ситуация, что оккупанты вынуждены были бежать. Но и они бежали. Если бы условия были совсем другие, складывались бы комфортно для них, что бы они делали? Они бы делали бы все для развития контрнаступательной операции в направлении Николаева или Мгм. Кривого Рога. Смогли они это сделать? Нет, они смогли только сбежать. Почему? Потому что условия были максимально некомфортные для них, потому как вооруженные силы Украины постоянно осуществляли контрнаступательные действия. И То на есть, сегодняшний день мгм. и на сегодняшний день этот процесс продолжается, и наиболее комфортные, ну не то чтобы наиболее комфортные, а максимальные условия для контрнаступления, на мой взгляд, сформированы на Луганщине. Вторая область, которая может быть по уровню формирования этих условий на втором месте, это Запорожский плацдарм. И Мгм. вот самое интересное, левобережная Херсонщина. С одной стороны, левобережная Херсонщина, она даже немного более комфортна сейчас, особенно по своей приднепровской операционной зоне 20-километровой, может быть даже более комфортная, чем Запорожская и даже Луганская область. Но именно Днепр вызывает ряд вопросов о том, насколько можно эффективно реализовать там контрнаступление сейчас, Мгм. и наладить достаточно быстро логистику, не просто быстро, но еще и безопасно, поскольку это будет зона под воздействием артиллерийского огня противника. Ну и, собственно, не будет ли левобережная Херсонщина на самом деле, как и предполагалось, освобождаться именно через Запорожскую область в данном случае. Ну вот примерно такой вот расклад. Но, насколько я понимаю, сейчас задача российских оккупантов бить ракетами правый берег Херсона, чтобы таким образом замедлить наступление и продвижение вооруженных сил Украины, потому что там ракетный обстрел Херсона и правого берега Херсонской области не прекращается. Они бьют и днем, и ночью. А, Немного отличаются этот ракетные обстрелы от тех, которые могут замедлить наступательные действия. Это в первую очередь террористические акты. Мгм. Это в первую очередь удары не столько по военным объектам, сколько по гражданским. Да. Осуществляется оно реактивными системами залпового огня БМ-21 «Град». А, Почему именно этой системой? Потому что она позволяет очень быстро занять позицию, очень быстро привести себя в боевое положение, отстрелять пакет и покинуть позицию до того, как может начаться контрбатарейная борьба. То есть они сейчас используют ее исключительно как террористические атаки, для террористических атак градой. И как-либо затормозить контрнаступательные действия это не может, поскольку, ну, это уже показала война на протяжении всего 22 года. Мгм. Убийство гражданского населения, разрушение гражданской инфраструктуры, гражданских объектов никаким образом не влияет на тактику и стратегию ведения боевых действий в самой зоне боевых действий. Это две совершенно разные вещи. Но россияне считают, что это неотъемлемая часть. Терроризм – это неотъемлемая часть их тактики ведения боевых действий. Только уничтожение в данном случае может как-то блокировать подобного рода действия, уничтожение этих объектов, этих
БМ-21 «Град», С-300 и прочих комплексов. Но тут есть опять-таки определенные нюансы. Мгм. А что, кстати, по ракетам и по ресурсам России в этой части? Продолжается ракетный обстрел Украины. Просто трагическая ситуация, которая недавно произошла в Днепре. Российская ракета попала в жилой дом. В результате погибло, если я не ошибаюсь, больше 40 человек, мирных жителей, которые просто сидели дома, и здесь упала ракета, и там под завалами невероятное количество людей было также ранено, доставлено в больницу, больше 40 погибло, и Россия продолжает атаковать Украину ракетными обстрелами. Как долго это еще может происходить? То есть правильно ли я понимаю, что у них все-таки есть возможность производить новые ракеты? Ну, конечно, есть у них возможность производить новые ракеты, но то, что произошло в Днепре, это была использована старая ракета советского образца Мгм. Х-22, которая на сегодняшний день не производится в России, и восстановить ее производство у них нет возможности. Они производят ракеты Х-101, Х-59, Х-31, крылатые ракеты «Калибр», ну, фактически современные образцы. Хотя и эти современные образцы — это в какой-то степени модернизированная номенклатура советского ракетного вооружения. Но производство есть. Оно не настолько масштабно, насколько есть потребность у России для регулярных ракетных массированных ударов по территории Украины. И мы даже это видим. Для накопления боекомплекта им приблизительно нужно до 2 недель. 1,5–2 недели, чтобы накопить необходимый боекомплект для массированного удара по территории Украины. С другой стороны, что произошло 14 числа? Мы увидели обстрел территории Украины 70, 80, 90 ракет? Нет, значительно Нет, меньше. То есть меньше, да. сейчас возникает очень интересный вопрос. А не исчерпала ли действительно Россия свой потенциал по накоплению боекомплекта, который мы уже могли наблюдать? Тут следует понимать вот такие три очень важные позиции. Технические возможности по производству ракет, технологические возможности, а также накопление боекомплекта. Технические возможности у каждой номенклатуры ракетного вооружения, там Х-101, Х-59, Х-31, это возможности производства, то есть, грубо говоря, завода, на конвейерной линии производить в течение месяца энное количество ракет. Вот у них есть возможность производить, например, 15–16 ракет в месяц Х-101. Да, техническая возможность есть. А технологическая? Технологическое — это наличие всех составных частей, комплектующих оборудования для формирования полноценной ракеты. А в первую очередь проблема у них сейчас с микросхемами, микрочипами, полупроводниками, которые они получают исключительно контрабандой. Контрабандой, например, через, ну, опять-таки, Китай, Иран, Каспийское море, доброе утро, Махачкала. Контрабандная поставка. Таджикистан также принимает участие в транзите контрабанды микросхем в Россию. Объединенные Арабские Эмираты — это вообще является на сегодняшний день основной офшорный хаб для российского военно-промышленного комплекса. И через него в том числе контрабандой происходят определенные поставки. По сути, технологически Россия может в месяц производить 5–6 ракет Х-101. Ну, то есть производство есть. Есть иное количество крылатых ракет «Калибр», которые они могут технологически производить. Х-101, Х-31 и так далее, Х-59. Возвращаемся теперь к третьей позиции. Это накопление боекомплекта. Имея вот эти вот показатели производства, мы должны еще учитывать, что есть ракеты, которые находятся на хранении, складах, центрах хранения и так далее. Ну, те же самые Х-22, например, в большом количестве. Правда, не все они пригодны к использованию из-за неудовлетворительных условий хранения. И вот что такое накопление этого боекомплекта? Это возможности в течение суток предоставить на площадку, с которой будет запущена эта ракета, или с которой поднимется носитель этой ракеты, например, на аэродром, доставить энное количество этих ракет. С учетом производства, с учетом снятия со склада, с учетом логистики, с учетом технического обслуживания и даже с учетом ремонта при необходимости.
Мгм. До недавних пор средний показатель накопления боекомплекта был 5-7 ракет в сутки. То есть примерно за 1,5-2 недели Россия могла накопить до 70 ракет для нанесения массированного ракетного удара. Но сейчас мы видим, что ситуация несколько иная. А с 31 декабря они не накопили такого количества. Так. Следовательно, накопительный ресурс уменьшился. Это заставляет задуматься. Поэтому стоит, скажем так, я не хочу сейчас спешить с какими-либо выводами, Мгм. но если следующий массированный удар по территории Украины произойдет действительно в ожидаемом периоде 1,5-2 недели, то есть это может быть где-то в конце января, в начале февраля, там 30 января, 1 февраля, где-то так, можно ожидать очередной массированный, именно массированный удар. И будет задействовано в ходе этого удара 30-40 ракет, то можно говорить о том, что да, действительно, у них с накоплением боекомплекта возникают какие-то проблемы. Хотя они, конечно, могут и намного раньше нанести этот удар, но уже ограниченным количеством. 15-20 ракет и так далее. Это может произойти в 20-х числах, например, Мгм. для того, чтобы промежуток времени был небольшой. Но если произойдет вот так вот в течение 2 недель, ну, значит, да, дефицит у них растет, и это обнадеживает. Ну и опять же, на что они рассчитывают по результатам этих ракетных обстрелов? До этого мы неоднократно обсуждали в наших эфирах, что российские оккупанты рассчитывают на то, что они будут бить по энергетической инфраструктуре Украины с целью вызвать здесь гуманитарную катастрофу, лишить людей света, воды, тепла и так далее, в результате чего там украинский народ по размышлениям российских оккупантов поднимется и скажет: давайте переговариваться. Чего не произошло, не произойдет никогда, потому что украинский народ все-таки стремится к победе и к независимости. И такого вообще ни разу я ни от кого не слышала. Да и плюс, вот уже почти 20 января, и сегодня в Киеве 8 градусов тепла, зимы осталось месяц, а там уже весна. А что дальше? На что еще может рассчитывать Россия? В том-то и дело, что они не отказываются от своих планов. И мы по последнему удару, ракетному удару, видим, что они продолжают его придерживаться, этого плана. Вот как они с 10 октября себе установили вот эту цель нанесения ударов по энергетической инфраструктуре, так они и будут делать дальше. Очевидно, что в этом плане добавляется еще одна позиция, к сожалению. А это применение ракет Х-22. Мгм. Все прекрасно знают. Вот я не знаю, вот, я, наверное, за 2022 год уже полсотни дал интервью и комментариев, а может даже и больше, касательно исключительно Х-22. За 22 год, когда она, ну, опять-таки, были прецеденты, Кременчук, были прецеденты, Сергеевка, Затока, э, куда стреляет эта ракета и куда она летит. Было понятно, что она низкоточная, неэффективная. В июле 2022 года на аэродроме в Шайковке россияне начали испытывать эти ракеты, их эффективность. Поскольку сами они после того, как стали массово их применять, ну, они убедились в том, что даже советские характеристики, отклонения 300-500 метров и тому подобное от цели, она не соответствует даже этим характеристикам, она еще хуже, Мгм. она еще значительно хуже. Они проводили ряд испытаний, и они установили, что примерно на расстоянии 150-200 километров ракета более-менее соответствует своим характеристикам. Каким характеристикам? В первую очередь отклонение 300-500 метров, вот ее характеристика. То есть она отклонится не на километр, не на 2 километра от цели, а на 300-500. Замечательный результат. Ну, там есть еще несколько моментов интересных, связанных с ее топливной системой, которая в зависимости от дальности полета у нее возрастает вероятность отказа. И такие прецеденты были неоднократно. Поэтому, опять-таки, 150-200 километров. И сейчас они, прекрасно понимая, что даже при оптимальных условиях нанесения удара ее точность настолько катастрофическая, они наносят эти удары. То есть они осознанно направляют ракету, например, на какую-то критическую инфраструктуру энергетического порядка, Мгм. которая зачастую у нас в Украине находится где? Рядом с жилыми массивами.
рядом с жилой зоной. А, И они прекрасно понимают, отклонение 500 метров – это гарантированно попадание в гражданский объект, Мгм. в населенный пункт, в жилые дома, в жилой массив. А, И это происходит. То есть мы сейчас сталкиваемся вот с таким вот фактором. Нанесение, конечно же, по критической инфраструктуре удара высокоточным оружием будет продолжаться. Это ракетами Х-101, крылатые ракеты «Калибр», хотя и они имеют отклонение от цели там 50-100 метров, но там боевая часть не настолько, скажем так, катастрофична. Мгм. У Х-22 боевая часть – это почти тонна взрывчатого вещества. И мы видим примеры. На протяжении 22 года мы видели примеры, и в Днепре мы увидели это воздействие на жилой дом. По сути, это осознанный терроризм, который будет совершаться. То есть они сейчас будут комбинировать не только давление морально-психологическое на население Украины через критическую инфраструктуру, но еще посредством таких террористических актов. Возможно, это новый элемент тактики Герасимова, поскольку Суровикин Х-22 не утверждал при применении. С чем это было обусловлено, не знаю, но Х-22 не так часто применялись. Сейчас они стали применяться чаще, поэтому невозможно, возможно, это элемент уже от самого Герасимова, то есть комбинировать давление через большое количество жертв среди гражданского населения и плюс давление посредством уничтожения инфраструктуры. Возможно, в их больном воображении это должно возыметь какой-то более значительный эффект, нежели просто давление на инфраструктуру в прошлом. Ну и плюс, если я не ошибаюсь, именно Герасимову приписывают термин гибридная война, да, и все возможные вытекающие от этого методы. И Да, он был один из, скажем так, идеологов гибридных войн. У него даже есть по этому поводу монографии. А скажите по поводу возможной мобилизации. Ракетами они будут продолжать терроризировать украинское население, это очевидно, это мы видим. Они пытаются там продвигаться на фронте, что им не удается, несмотря на то, что кидают огромное количество техники и пушечного мяса. И могут ли они мобилизовать еще чмобиков и отправлять в Украину? Да, конечно, могут. Россия – это репрессивная страна. Скажут 500 тысяч мобилизовать – мобилизуют. Скажут миллион мобилизовать – тоже мобилизуют. Поэтому, что относительно людского ресурса, конечно, закроют границы и вперед. М, Поскольку, ну, мы помним, что происходило в рамках предыдущей так называемой частичной мобилизации, когда хотели призвать 300 тысяч, а из страны выехал миллион. Ну, да. замечательно. Миллион трудоспособных призывного возраста мужчин. Замечательный результат. В данном случае, да, они могут это все реализовать, они будут это реализовывать, им людской ресурс критически нужен. А вот другой вопрос. Обеспечить они это смогут? Например, необходимым количеством бронежилетов, шлемов, снаряжения, экипировка, прокормить, разместить казармы, подготовить полигоны, если они даже сейчас используют полигоны Беларуси, поскольку им не хватает своих полигонов для полной подготовки размещения чмобиков. Боекомплект для каждого, стрелкового вооружения, соответственно, ну, банально, автомат Калашникова дадут или винтовку Мосина. Вот главный вопрос будет в будущем у Чмонь. А может быть ППШ Шпагина, пистолет-пулемет. Ну и, конечно же, основной вопрос, а что там с техникой? Что Мгм. слышно с техникой? Ведь если формировать полноценное подразделение, то каждое подразделение должно иметь штатное количество техники, а его нет. Вообще в России исчезает такое понятие, как батальонно-тактическая группа, поскольку подразделения не имеют полной комплектации согласно БТГР. Все больше появляются какие-то мутанты, какие-то гомункулусы. Вот у них там сейчас они придумывают новое подразделение формирования «Шторм». Штурмовое подразделение с ограниченным количеством там определенной техники, ББМ, то есть среднебронированная техника типа БТР, БМП и так далее. То есть не батальонно-тактическая группа вовсе.
Мгм. исходят из ситуации дефицита технической составляющей. Но постепенно это все будет переходить в маршевые батальоны, то есть где пехота является превалирующим элементом, а техники минимум. Ну и это будет влиять, конечно же, на сами боевые условия. Ну и плюс нагрузка на экономику, тоже финансовая составляющая должна учитываться при этом. Потому мобилизация будет. А М. вот эффект от этой мобилизации, просто приведу пример. Когда у них началась частичная мобилизация, 300 тысяч Да. цифра, а с октября российская оккупационная группировка в Украине стала ставить рекорды по количеству погибших оккупантов. Октябрь, ноябрь, декабрь – это рекорды. Я сейчас слежу за данными Генерального штаба Украины с января 23-го. Мне кажется, в январе будет очередной рекорд. Мгм. Это все связано с тем, что в зоне боевых действий появляется большое количество неподготовленных, необученных, непрофессиональных вот этих вот чмонь, которые не знают, как им действовать в условиях артиллерийского обстрела, минометного обстрела. Да вообще, что им делать-то в зоне боевых действий в рамках полномасштабной войны? И вот рост, он налицо. Но интересно другое. Среднестатистический показатель убитых, раненых и пленных в среднем 50 тысяч в месяц. 50 тысяч в месяц убитых, раненых и пленных российских оккупантов. Да. Следовательно, за этот месяц им необходимо эти потери как-то компенсировать. То есть иметь 50 тысяч для компенсации. На следующий месяц им следует иметь аналогично такое же количество для компенсации, гарантированной компенсации потерь. И вот, если мы посчитаем октябрь, ноябрь и декабрь, это 150 тысяч потерь убитыми, ранеными, пленными. И январь и февраль 23 года, это у нас что? Это у нас обнуление всей частичной мобилизации с сентября этого ресурса. Ну, условное обнуление. Вот и нет этих 300 тысяч. Мгм. Вот они израсходованы меньше, чем за полгода. А поэтому 500 тысяч, которые они будут привлекать, если они будут привлекать 500 тысяч, ну, опять-таки, их нужно еще сначала собрать, а во-вторых, практически в месяц мобилизуемый ресурс будет идти не на накопление и создание какой-то ударной группировки, а исключительно на компенсацию потерь. Вот что из себя будет представлять мобилизация в России. Просто банальная, стандартная, среднестатистическая мясорубка. И предлагаю обсудить еще политический аспект, политическую обстановку. Сегодня политическое руководство России сделало ряд очередных просто больных заявлений. Министр иностранных дел РФ Лавров сказал, что англосаксы планировали построить в Азовском море военно-морские базы. Я напомню нашим зрителям, что с 2003 года Азовское море считается внутренним морем России и Украины, и этот договор об использовании Азовского моря в качестве внутреннего не был даже денонсирован после 2014 года, и даже не были произведены никакие демаркационные работы, не были определены там границы в Азовском море, и несмотря на то, что на это Лавров говорит о том, что англосаксы планировали там строить какие-то военные базы. Вместе с тем, сегодня Путин сказал, что так называемая СВО, специальная военная операция, это попытка прекратить войну. Тоже вообще непонятное какое-то заявление. Также Лавров сегодня сказал о том, что 10 пунктов плана о прекращении огня и урегулировании войны президента Зеленского, который предложил этот план, он абсолютно неприемлем. И они хотят, чтобы был сохранен сегодня статус-кво, а точнее признаны границы вот нынешнем формате, который Россия оккупировала как границы и как территории Российской Федерации, что в принципе невозможно. И учитывая все эти заявления, правильно ли я понимаю, что Россия пока капитулировать не собирается, и они планируют идти до конца? Только вот где этот Ну, конец? они постоянно твердят сейчас о затяжной войне, они постоянно говорят о том, что они будут играть в долгую, но готовы ли они вообще к этой долгой войне? В том-то и дело. Сравнить милитарный потенциал России по состоянию на 23 февраля 2022 года и по состоянию на 18 января, ну,
23 февраля 2022 года и по состоянию на 18 января 2023. Ну, не полный год еще прошел. Какой показатель вообще у российской армии тогда и сейчас? Мгм. Она демилитаризируется, причем весьма активно и стремительно. Демилитаризация, ну, как сказать, военно-промышленный комплекс России в том положении, в том состоянии, в котором он находится сейчас, он никогда не сможет больше восстановить то, что было уничтожено за прошлый год. Мгм. Никогда. Это невозвратные потери всего. Во флоте, это, ну, они смогут ракетный крейсер «Москва» построить? Нет, у них нет такой возможности. Они смогут вернуть в строй новые 3000 танков? Нет, они не могут строить сейчас танки. Вот в том-то и дело. Они могут только снимать с консервации, ремонтировать и восстанавливать. И это касается многих позиций по технике. Ну и, конечно же, по многим другим параметрам подготовки личного состава, какой колоссальный профессиональный ресурс подразделений десантных был потрачен, воздушно-десантных, морской пехоты, спецподразделений ГУ, ГШ, ВСРФ, ССО российских и так далее. То есть на сегодня мы говорим о том, что Россия идет полным ходом к демилитаризации. И если она будет затягивать эту войну, особенно сейчас, когда у нее ресурс исчерпывается, она Мгм. находится в стадии истощения, то мы можем говорить о полной демилитаризации, абсолютной. О переходе действительно целиком и полностью, например, на советские образцы техники. И то не все образцы техники советские еще могут быть боеспособными. Это невыгодно для самой России, но они это затягивают. Логики, рационализма в этом я не вижу. Единственное, что я вижу, что действительно это все руководство Российской Федерации военно-политическое, но они как вредители, они как паразиты. Они, во-первых, устроили не только геноцид Украине, они устроили геноцид населению Российской Федерации. Поскольку ну, сейчас в таких темпах уничтожается российское население, как никогда ранее за все время существования вообще такого образования, как Российская Федерация. Мгм. Ну и, конечно же, полное обезоруживание России. Тут прямо я даже не знаю, входные ворота для Китая и для кого угодно может в ближайшее время произойти, что Россия будет угрожать ядерным оружием. Ядерное оружие это уже давно сказка для детского садика, которая ну, уже не работает на нормальных цивилизованных людей. И все прекрасно понимают, что в России ядерное оружие даже тактического уровня никогда не будет применено. Мгм. А почему? Объясните еще раз для наших зрителей. Ну, то есть у России есть, если я не ошибаюсь, 5500 ядерных боеголовок, да? 3000. Да, это так написано в 5600. Википедии. Так, а сколько? Просто 3000 из которых, насколько я читала, они готовы к запуску. Также порядка 6000 у Соединенных Штатов Америки, то есть это две страны, у которых наибольшее количество ядерных боеголовок. Что с Россией тогда? Да с Россией это все намного хуже, даже не в этом плане, сколько у нее чего есть, а может ли она это применить. Вот, Ага. вот в чем вопрос. Вопрос применения. Поскольку применение ядерного оружия в конвенционной войне, например, когда нет угроз, территориальных угроз для границ Российской Федерации, это недопустимо. И применение такого оружия– это последствия, например, в рамках ядерного клуба. А с другой стороны, если мы говорим про входные ворота, в которые превращаются ну, практически вся российская граница, ну, возьмем Китай, например. На Мгм. территории Восточного военного округа, я именно по военным округам говорю, на территории Восточного военного округа зарегистрированных проживает граждан Китая более 3 миллионов. Да. А не зарегистрированных сколько, которые там работают и так далее. Там китайского населения сейчас больше, чем вообще российского. И возникает вопрос, не нужно никакого вторжения, а как насчет гибридного сценария?
Неужели все так уверены в том, что Пекин так дружественно настроен к Российской Федерации, и все эти истории о том, что в Поднебесной поглядывают на территории вплоть до побережья Байкала, ну, это все выдумки врагов этих братских дружеских российско-китайских отношений. Мгм. А на самом-то деле нет. И какого-либо образа гибридная операция на территории России со стороны Китая, она уже проводится. 3 миллиона китайцев там не просто так появились. Это планомерная мягкая сила заселения этой территории с последующими разного рода ну, результатами, скажем так. Да? Ты же ядерное оружие не будешь использовать против гражданского населения, которое вдруг захотело присоединиться к Китайской Народной Республике. Ну, ты можешь использовать силовые структуры, например, Росгвардию. А Мгм. где Росгвардия? Ну ты можешь позвать кадыровцев. Ну хорошо, приедет там 5 сотен, 1500 Ахмат Сила на своих УАЗиках. Мгм. Ну а там 3 миллиона китайцев. Ну и что с этими кадыровцами сделают? То есть, для России возможное применение, и в принципе, то, что они поднимают этот вопрос, это выстрел себе в голову. Да, совершенно верно. Мгм. И даже когда мы говорим о войне с Украиной, Россия не применит тактического оружия ядерного, Мгм. не говоря уже про стратегическое. Ну, во-первых, это абсолютно не меняет никак ситуацию, обстановку в зоне боевых действий, а само по себе применение целиком и полностью меняет ситуацию в отношении России с международных позиций. Мы же ведь все прекрасно видим, как, например, в ООН Индия, которая всегда поддерживала Россию, перестает в некоторых вопросах уже голосовать даже нейтрально, а начинает голосовать против России. Представители Индии регулярно напоминают России о недопустимости вообще ядерной риторики на официальном уровне. Аналогично, кстати, и Китай. Китай, хотя и демонстрирует пока поддержку, какой-то такой нейтралитет, очень странный нейтралитет, но он тоже относительно ядерного оружия выражается очень даже негативно, чтобы Россия не использовала в официальной риторике именно такие заявления. Мгм. То есть, получается, что вот эти все угрозы о возможности применения ядерного оружия, которое использовалось в качестве, да, туза в рукаве у России, в качестве козыря, они уже полностью нивелированы, и не стоит, в принципе, бояться подобных угроз. А, кстати, я отмечу, что эти угрозы с начала широкомасштабного вторжения по сегодняшний день, они сократились вдвое, если уж так полностью анализировать, и все заявления Лаврова, Медведева и так далее, в принципе, в последнее время ничего подобного не слышно. Да, для них это всегда было как бы основной нарратив, который, с одной стороны, должен был демонстрировать возможности России, ее Мгм. защищенность, ее боеготовность. Ну и, конечно же, это был элемент шантажа. Но сейчас это используют, конечно, последний раз кто использовал такие угрозы? Если я не ошибаюсь, Киселев во время одной из своих пропагандистских телепередач, когда вспоминал про Посейдон, что якобы Посейдон может полностью затопить Великобританию. Окей, замечательно. Посейдон вообще существует? Вот в чем вопрос. Посейдон, он принят на вооружение российской армии. Он, по-моему, сейчас проходит только испытания, причем не самым лучшим способом. Результаты не самые лучшие. До того, я помню, последний раз так лоханулся только Дмитрий Рогозин. А, Причем лоханулся не тогда, когда решил в Донецке отпраздновать день рождения, а именно тогда, когда заявил о том, что якобы начинается серийное производство межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», и Мгм. вообще, эта ракета «Сармат» может полностью стереть с лица земли Великобританию. Я не знаю, что они все так к Великобритании прицепились, что они Вашингтону не грозят так часто, как Лондону, но вот Рогозин сделал такое заявление. У меня тогда возник вопрос, опять-таки, а «Сармат», что там у нас с серийным производством? Точнее, у них. Что у вас с серийным производством? «Сармат» — это ракета, которая только весной 2022 года совершила первое полноценное испытание свое с полноценным пуском. Не бросковое, когда пороховой заряд используется на ограниченную высоту 30 метров,
макета, а полноценное испытание спуском. А сколько для межконтинентальной баллистической ракеты на самом деле должно быть произведено вот таких испытательных пусков, чтобы полностью изучить ее характеристики, работу систем, всех узлов, что оно действительно работает. Возможно, для Дмитрия Рогозина это будет открытием, но в Советском Союзе это были десятки испытательных пусков межконтинентальных баллистических ракет, и на это уходили года испытаний, прежде чем они становились в строй на боевое дежурство. Мгм. Но если Дмитрию Рогозину не жалко и абсолютно безразлична судьба Воронежа, то они могут МБР «Сармат» запускать в серийное производство. Но они и этого не могут сделать, поскольку для МБР «Сармат» нужно огромное количество иностранного производства, микросхем, микрочипов, полупроводников и прочих комплектующих, без которых она попросту не полетит. А та единственная, которая полетела, она, наверное, будет и последней. Мгм. Дякую вам дуже, пане Олександре. Чохсагулно, що наше время підключились к нам в ефір і відповіли на наші вопроси. Олександр Коваленко був з нами на прямому зв'язку, військовий та політичний оглядач, координатор групи «Інформаційний спротив», експерт Українського центру дослідження проблем безпеки імені Дмитра Тимчука. Оставайтесь первым крымско-татарским. Коршкенджа.